недели остается до самого значимого события уходящего года – празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Праздник уже подкрался. Расскажем о реконструкции стадиона Дьяково, место, где пройдут основные торжества 10 октября. Эту пластину смодулированную, уже встроенную в череп, можно сделать МРТ до обследования. Он делает всем мозг, и за это ему благодарны. Нейрохирург Газгиреев прооперировал жительницу Дагестана с тяжелым диагнозом. Увидела, что они перерезают трубу. Я подумала, может, на день-два всего лишь выключают. Все должно быть по закону. Есть договор, есть газ. Нет договора, грейтесь под солнцем. Разбираемся с проблемой жителей 17-го дома по улице Новая, Назране. Кавказ – одно из тех мест, которое вошло в приоритет у туристов, и развивается направление довольно-таки неплохо. В Ингушетию прибыла делегация из Курской и Белгородской областей. Проект «Мосты дружбы» в действии. Поражает простота дерева и то, насколько можно этот ресурс использовать с точки зрения культуры. Путешествие в мир творчества Юпа Цыроева. Выставка в Музее изобразительных искусств. Здравствуйте, это новости 24. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов встретился с заместителем руководителя федерального казначейства Эли Исаевым, который находится в республике с рабочим визитом. В ходе беседы стороны обсудили предварительные итоги проведенных контрольных мероприятий контрольно-ревизионным блоком казначейства России и финансовую дисциплину региона. Также были рассмотрены форматы дальнейшего взаимодействия между республикой и федеральным казначейством. Глава региона поблагодарил замруководителя федерального ведомства за поддержку региона по ряду вопросов и объективную оценку проделанной работы. Выходят на финишную прямую. На стадионе Дьяково продолжаются преображения. Здесь меняют все. Футбольное поле, трибуны, спортплощадки, освещение. Готовится и административный блок. Все в ожидании праздничного мероприятия. Годовщины единения Ингушетии с Россией. Репортаж Муслима Ганеева. Меньше недели остается до самого значимого события уходящего года – празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Праздничное мероприятие пройдет здесь, на стадионе Дьяково в Сунже. Уже 10 октября все эти трибуны в цвет российского триколора смогут принять около 3500 гостей. Организаторы обещают яркое и незабываемое шоу. Ну а пока здесь идут завершающие строительные работы. Обновления на стадионе видны прямо с порога. Рабочие занимаются преобразованием колонн входной группы. Столбы высотой около 6 метров отштукатурили и побелили. Здесь обновили практически все, начиная от покрытия футбольного поля и заканчивая трибунами. Работа кипит на всех фронтах. Была реконструкция всех сооружений на объекте. Сейчас у нас идет завершение металлоконструкции, навес над трибуной, и входная группа у нас, скажем так, с той стороны она у нас идет. Там делается декор входной группы колонн и всего ограждения. Около 50 рабочих занимаются на данном этапе реконструкцией стадиона. К завершению идет обновление волейбольной и баскетбольной площадок, теннисного корта и беговой дорожки. А для проведения праздничных и спортивных мероприятий в ночное время по углам установлены 4 прожектора. На мероприятии ожидается присутствие почетных гостей, поэтому для них подготовили VIP-ложа, где поместятся около 20 человек. Это для особых гостей у нас, откуда они смогут смотреть концерт и дальше на проводящие все игры, матчи футболов. Это у нас смотровая зона, это балкон. Изначально его здесь не было, это тоже мы полностью его сделали с нуля, скажем так. Ну а прямо под VIP-ложей расположено помещение для наших коллег-комментаторов. Отсюда они будут наблюдать за ходом футбольных матчей. Пока здесь царит рабочая атмосфера, но уже через несколько дней это помещение будет не узнать. Новый облик приобрел и административный блок стадиона. Там все уже готово, осталось только прибраться и все помыть. Здесь будет раздевалка для 2 футбольных команд. Вот одно, и вон с другой стороны другое. Соответственно, там с каждой стороны будут душевые по 3 места, скажем так. И кабинеты для гостей и для директоров клуба.
Пока в административном здании подводят последние штрихи, в самом центре стадиона собирают 24-метровую сцену. Именно на ней и пройдут выступления артистов, а их ожидается немало. Причем будут не только наши певцы и певицы, но и звезды всероссийской эстрады. Ну а пока на земле будет проходить праздничный концерт, асы пилотажной группы «Стрижи над Сунджей» покажут мастерство в небе. В день проведения торжественных мероприятий с часу дня до 11 ночи движение автотранспорта будет перекрыто или ограничено по улице Калинина от улицы Стадионной до улицы Плиева, участок улицы Дзержинского от улицы Плиева до Хашагульгова, участок улицы Луначарского от улицы Плиева до Хашагульгова, участок улицы Хашагульгова от сельхозрынка до Калинина, участок улицы Колхозной от Калинина до Сайнароева. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Празднование годовщины единения Ингушетии с Россией – дело масштабное и при этом затратное, считают жители региона, по мнению которых средств на проведение концертной программы у республиканского бюджета нет. 10 октября на территории стадиона имени Дьякова в городе Сунджа запланирована настоящая концертная программа по случаю празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Средства на проведение которых, по словам Марьям Амриевой, выделены президентом России из резервного фонда. Далее, по словам председателя правительства, денежные средства в размере 310 миллионов рублей пойдут на ремонт и реставрацию объектов культуры и приобретение музыкальных инструментов для всех домов культуры. Для проведения этих масштабных мероприятий в бюджете республики денег нет. И ни одна копейка на эти мероприятия из бюджета республики не предусмотрена. Деньги эти на проведение вот этого плана, о котором я говорила, они выделены президентом Российской Федерации из резервного фонда президента Российской Федерации. Именно по обращению главы нашей республики Махмуда Али Мукшариповича Калиматова. И выделены порядка чуть больше 300 миллионов рублей. И эти деньги, они должны быть расходованы исключительно на реализацию плана, о котором я сказала, который был утвержден Министерством культуры Российской Федерации. А на концерт у нас предусмотрено 35 миллионов. Но я вам хочу сказать, что это сделано для того, чтобы дать людям праздник, дать людям такой хороший позитив. Это будет прекрасное мероприятие. Хотелось бы еще остановиться на одном моменте, что вот это празднование 250-летия, оно у нас не только, еще раз повторюсь, вот концерт, но очень много мероприятий предусмотрено, которые оставят след, хороший след в развитии нашей культуры, нашей республики. В общем-то, эти деньги пойдут не только на данное мероприятие, но будет отремонтировано, уже идет к завершению ремонт нескольких объектов культуры, которые были у нас проблемными. Также все дома культуры будут оснащены музыкальными инструментами, пошиты, куплены костюмы для наших ансамблей. Закуплено очень мощное, хорошего качества звуковое оборудование для наших объектов культурного назначения. Будут изданы, посвященные 250-летию книги, сборники. Проведение культурно-развлекательной программы не должно быть сопряжено с риском для здоровья жителей республики. Так, по рекомендациям Роспотребнадзора, на месте проведения концерта будут предприняты меры против распространения коронавирусной инфекции. Конечно, в этой связи предусмотрены беспрецедентные меры безопасности в плане распространения ковида. Беспрецедентные. Будет обрабатываться неоднократно до начала концерта и после концерта. Все объекты, которые расположены на стадионе. Каждый посетитель будет тестироваться на предмет температуры. Каждый посетитель будет иметь маску, будут обрабатываться руки и, конечно же, будут соблюдены
остальные меры, которые предусматривает, которые нам предписывает Роспотребнадзор. 11 615 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки в России. Таковы данные Оперштаба. Всего в стране число больных 1 237 504. Выздоровело 988 576 человек. В Ингушетии зафиксировано 53 человека с коронавирусом за сутки. Всего, по данным Оперштаба, в регионе болеют 5986 человек. Выздоровели 4897. В тяжелом состоянии 22 пациента, 9 из которых на ИВЛ. В Ингушетии прооперировали жительницу Дагестана, 26-летнюю Арифу. За пациентку с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени взялся наш нейрохирург Умар Газгиреев. На операции присутствовала наша съемочная группа. Хава Газикова с подробностями. Эту ситуацию с этой девочкой знают почти все дагестанцы. Ровно год назад дочка Зариат Наян Арифа попала в ДТП, где получила сильные травмы головы. Девушку доставили в больницу в родном городе Махачкала. Там в операционной она провела 8 часов. Из-за ошибки врача потребовалась вторая операция. Который сделали операцию, Попов, он отказался вторично взять ее оперировать, ссылаясь на то, что он не собирается взять смерть 25-летней девушки на руку, потому что у нее будет тяжелая операция. То, что он не возьмется за это, он отказался взяться за операцию. У 26-летней девушки, помимо травм головы, синдром трепанированного черепа, отмечают врачи. Постоянные головные боли, раздражительность, быстрая утомляемость. Со всеми этими симптомами она живет уже с 2019 года. За это время мать пациентки никак не могла найти нейрохирурга, который согласился бы провести такую рискованную операцию. Помочь вызвался Умар Газгиреев, заведующий отделением нейрохирургии РКБ города Назрань. Он сразу откликнулся на мою просьбу, то, что он не отказался, то, что он взялся ее оперировать. Иншаллах, все нормально, операция тоже пройдет. Я очень надеюсь на него, потому что очень многие были о нем хорошего мнения, потому что все говорили, что он очень хороший врач. Иншаллах, все нормально пройдет. Я очень на это надеюсь. Тем временем, пока мать пациентки в ожидании исхода операции, врачи вовсю готовятся к краниопластике, то есть к операции по восстановлению дефекта свода черепа. Длится операция несколько часов. Сейчас в палате находится один анестезиолог, операционная сестра, санитарка, медсестра-анестезистка, ну и, конечно, нейрохирурги, один из которых оперирует, а другой ассистирует. У каждого из них своя задача. Врачи действуют как слаженный механизм, который просто не может позволить себе дать сбой. Без лишних слов операционная сестра, как правая рука нейрохирургов, подает все необходимые инструменты. Ювелирная точность и твердая рука. Словно скульпторы-хирурги выпиливают полость черепа, пленку между мозгом и кожей зашивают и ставят титановую пластину, подтянув мышцу, чтобы Арифа могла жевать. Имея эту пластину смодулированную, уже встроенную в череп, можно сделать МРТ-дообследование. У нас была модулированная пластина. Что значит модулированная? Видите, вот эти свои изгибы черепа. Подобных операций у Умара Газдиева не меньше 5 в день, так что никаких сложностей в техническом плане он уже не испытывает, хотя и без трудностей не обходится. Гигантский дефект называется, то есть именно в книгах их описывают как гигантские дефекты. То есть это дефект лобно-теменно-височной и частично затылочной кости. Сложность этого дефекта заключается в том, что не всегда получается модулировать пластину, чтобы положить ее полностью, обхватить и височную долю, и затылочную долю. Почему? Потому что очень сложно уходить вот под скуловую дугу, вот сюда, ставить туда винты. Тяжелая черепная мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием субдуральной гематомы в левой гемисфере головного мозга. Такой сложный диагноз как в произношении, так и в лечении. Врачи справились с ним буквально за 4 часа. Сложнее всего, мне кажется, было эта операция, это поговорить с мамой больной и непосредственно с больной. Потому что каждый раз, когда к ней заходишь, каждый раз, это вчера она поступила, до этого была на консультации, сегодня я зашел, она постоянно плачет.
Почему? Потому что не каждый день ты на операционный стол ложишься на такую операцию. Первый раз, понятно, у нее была травма, она этого не знала, сейчас она все это осознает, идет на такую большую операцию, причем ей многие говорят, что за тебя многие не берутся. Она еще дополнительно начинает в себе понимать, что это очень сложно. Мама Арифы может вздохнуть с облегчением. Операция прошла успешно. Состояние дочки стабильное. Врачи говорят, что уже завтра сможет ходить. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24. Жителям 17-го дома по улице Новая в Назране, это в 105-м массиве, отключили газ. Потребители, разумеется, негодуют, им приходится сейчас мириться с коммунальными проблемами. В местной администрации такие вынужденные меры объясняют отсутствием договоров на поставку ресурса. Газовики при этом на связь никак не выходят. В ситуации разбиралась Тамара Хшагульгова. Это обращение Марьям Магушкова выложила в соцсетях накануне. Женщина негодует. Вот уже почти месяц она и ее соседи из 17-го дома по улице Новой сидят без газа. Как говорят сами жильцы, работники газовой службы отключили их от газопровода без всяких объяснений. Марьям – многодетная мать, один из детей – инвалид детства. Женщина только недавно вернулась с мужем из Тюмени, где он перенес операцию на позвоночник, даже не догадываясь, какой сюрприз их ждет дома. Позавчера как холодно было. Вечером у меня уже ребенок 4 года заболел уже. Не постирать вещи, не искупаться. Каждый справляется со сложившейся проблемой как может. Кто-то из жильцов отправился к родственникам, другие купили электрообогреватели и мультиварки, чтобы хоть как-то согреться и еду приготовить. А у кого такой возможности нет, больше времени проводят на балконе или во дворе, потому что даже на улице теплее. Мы в этом доме живем уже больше года. Правда, мы снимаем жилье, но есть люди, которые не снимают, у них собственное жилье. Факт в том, что многие жители в этом доме, которые получили документы, есть, которые не получили. Наша хозяйка, например, получила. Если бы нам пришли и сказали, вот у вас такая задолженность, такая-то, да, сумма, например, мы оплатим эту сумму. Нас ни о чем не предупредили. Утром я как раз шла с магазина, увидела, что они перерезают трубу. Я подумала, может, на день-два всего лишь выключают. Но что так надолго выключат газ, вообще никто не думал. Местные администрации объясняют, газ отключили из-за отсутствия договоров у жильцов. Сами же сотрудники газовой службы комментировать ситуацию отказываются. К слову, чтобы пользоваться газом, у потребителей должно быть 2 договора. Один на поставку ресурса, второй на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. На момент отключения дома от газопровода необходимых документов ни у кого из жильцов не было. Для решения проблемы решено было образовать специальный штаб совместно с «Газпромом». Предоставив всю документацию на данных жильцов семей, где мы вызывали, и «Газпром» выходит поквартирно, делает договор ВДГО. Что означает договор ВДГО? Договор ВДГО – это проверка оборудования и систем газоснабжения на предмет утечки газа. После чего составляется договор поставки газа с каждым собственником квартир. После разъяснительных бесед некоторые жильцы, а это 27 квартир, договоры ВГДО все же заключили. Но на оставшиеся 58 квартир необходимая документация до сих пор отсутствует. Однако из-за нерадивых соседей страдать приходится всем жильцам. Люди ожидают, что кому-то, какой-то части сделаны договора, и им вместе с общим домом подадут газ. Этого не будет. Вот на сегодняшний день 27 человек сделали договора поставки газа, и они сейчас заключат договора поставки газа. ВДГО сделали, проверку провели. Все остальные квартиры будут опломбированы. И если даже там человек проживает, без договорного отбора газа происходить не будет. Как говорится, закон суров, но это все же закон. Тем временем администрация города уже сегодня обещала подключить газ. Тамара Хшагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Около 30 человек из Курской и Белгородской областей приехали в республику в рамках проекта «Мосты дружбы». Визит для развития сферы туризма. Для гостей предусмотрена 3-дневная программа. Они познакомятся с культурой, обычаями и достопримечательностями региона. Муслим Ганиев расскажет подробно.
Восторженные крики туристов сегодня слышны у подножия Столовой горы в сельском поселении Байни. Мосты дружбы продолжают сближать жителей России. И на этот раз в республику приехали делегации Курской и Белгородской областей. Эти мосты предназначены не для того, чтобы соединять берега рек и уменьшить расстояние между людьми, как данное техническое сооружение. Однако их значение ничем не меньше. Мосты дружбы делают людей ближе культурно. После таких встреч жители разных регионов большой страны узнают культуру и традиции народов России. Туристы пробудут в республике 3 дня. За это время они посетят и горную, и равнинную часть республики. Они уже успели ознакомиться с лезгинкой и национальной ингушской кухней. Сегодня гости обучаются верховой езде. Очередь большая, но покататься успеют все. Пока одни заняты конным делом, другие учатся стрельбе из лука. Главная цель проекта – наладить мосты туристической дружбы. Гости смогут узнать о национальных ремеслах ингушей и поучаствовать в мастер-классах. Я здесь первый раз, к счастью, наверное, потому что я считаю, что в республику нужно приезжать в более сознательном возрасте, потому что увидеть красоту, этого недостаточно просто посмотреть красоту, нужно еще понять традиции, нужно немножко окунуться в культуру. Было очень интересно, на самом деле. Вчера мы посетили мастер-класс по ингушским танцам, это было очень интересно, ингушский шаг нам показали, то есть какой-то колорит особый. Ингушетия, Курск, Псков, Астрахань, Белгород, Волгоград, Рязань. Мосты дружбы продолжают объединять регионы России. Проект призван укрепить согласие между народами нашей страны. Нам очень понравилась ваша республика. Просто очень гостеприимный народ. Встречают со всем радушием, все объясняют, поясняют, показывают красоту гор. Нам рассказывали о всех точностях и неточных моментах брака, веры. Нам был очень интересен быт. Кроме знакомства с республикой, у делегатов еще одна важная миссия – открыть для Курской и Белгородской областей Ингушетию как место туристической привлекательности. Ведь регион с ее богатой культурой, величественными башнями и потрясающими горными пейзажами может стать излюбленным местом российских туристов. Конечно, прекрасная, великолепная республика с прекрасными людьми, с прекрасной историей, с прекрасными национальными традициями, с прекрасной кухней. Естественно, регион в дальнейшем, я думаю, что будет очень популярен, но единственное, что нужно немножечко уладить туристический кластер, да, улучшить его, улучшить транспортную логистику между областями и регионами. И я думаю, что все у нас получится. Мосты дружбы, проект Адама Мальсагова, реализуется 3-й год. За это время в Ингушетии побывали туристы Пскова, Астрахани, Волгограда. Ну а до конца года к нам приедут и гости из Рязани. В среднем бывает 3-дневный маршрут. Мы показываем как достопримечательности равнинной местности нашей, так и горной. Посещаем как памятники архитектуры, так и природные памятники. Кроме этого, добавляем для них различный интерактив. Всего в республику приехали около 30 человек, работающих в сфере турагентства и турфирм, а также представители молодежи, которые связаны с туристической отраслью из Курской и Белгородской областей. В рамках проекта делегация из Ингушетии также отправится в эти регионы. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Дополнительные выплаты за классное руководство предусмотрены с 1 сентября. Классный бонус составляет 5000 рублей. Средства выделяют из федерального бюджета. Кто уже успел воспользоваться подспорьем, расскажет Тамара Хшигульгова. Профессия особой важности. Лидия Ужахова вот уже 40 с лишним лет преподает русский язык и литературу. Удачно совмещает это с руководством класса. Профессия выбрана мною по призванию. Я очень люблю детей, но мне приходилось работать и со студентами, и со старшеклассниками, и с учащимися начальных классов. В общем-то, стаж очень большой. Потому что, как говорили мудрецы, учитель учит до тех пор, пока учится сам. Когда человек перестает учиться, в нем умирает учитель. Классный бонус. Этот учебный год для Лидии Ужаховой начался с хороших новостей. В их числе можно назвать и введение новой доплаты учителям за классное руководство в размере 5000 рублей. Кстати, эта мера поддержки реализуется по поручению Владимира Путина, которое он озвучил в ежегодном послании Федеральному собранию в январе этого года. Педагог уже решила потратить эти деньги на воспитательную и внеурочную деятельность.
Это очень кстати, учитывая тот рост цен, который идет сейчас, потому что приходится очень много проводить мероприятий, в онлайн-системе проводим, индивидуальная работа. Это создание декораций, это дополнительное привлечение гаджетов различного характера. Поэтому очень много такого, что нужно внести какой-то определенный материальный вклад. Рада такой надбавке и коллега Лидии Ася Агиева, хороший педагог и верный наставник. Безусловно, ближе всего к ученикам их классные руководители, считает Ася. Преподаватель английского, она в числе 37 педагогов из первой Назрановской, которые получили надбавку к основному доходу. Конечно, у нас и раньше были надбавки классным руководителям, но сейчас, так как они у нас уже выросли, конечно, это очень приятно, так как государство все-таки оценило наш труд. Но скажу, что и без этих выплат мы выполняли свою работу, насколько это возможно хорошо. Я не скажу, что прям тяжкий труд, это и большая отдача от детей. Ты видишь, как они на тебя смотрят, что все-таки классный руководитель – это не просто преподаватель обычный для них. Они смотрят на тебя как-то какими-то другими глазами. Ежегодно из федерального бюджета для Лидии Ужаховой, Аси Агиевой и еще 800 тысяч классных руководителей по всей стране будут выделяться порядка 73,5 миллиардов рублей. Получать ежемесячные выплаты в нашей республике будут более 3000 педагогов. Выплата осуществляется ежемесячно педагогическим работникам, но не более в размере 5000, но не более 2 выплат при условии осуществления классного руководства 2 и более классов. Данная выплата является составной частью заработной платы и учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. И работники, осуществляющие классное руководство, в полном объеме получили данную выплату. Повысить престиж учительской работы и признать ее важность. Дополнительные надбавки педагоги будут получать независимо от количества учащихся в классе. А сами выплаты будут сохраняться и на время каникул, и на время карантина, за исключением отпуска. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева. Выставка под таким названием проходит в Музее изобразительных искусств Карабулака. На экспозиции было представлено около 80 работ. Член Союза художников Ингушетии, мастер декоративно-прикладного искусства, занимается любимым делом с 15 лет. И с удовольствием делится с почитателями своим видением прекрасного. Дана Плиева расскажет. В умелых руках мастера Аюпа Цуроева дерево обретает новую жизнь в форме самых разных художественных изделий. Каждая отображает любовь к природе и к родному краю. Создавать уникальные предметы его подтолкнула сама природа. حيستربي هذا صار زوت سيق شوال شو يودج لات ورد مو طباع ميس وردت تسون خلده سندي ملا بوغ بي سير بوغ بقى زين سندينا بوغ بقى إيلاج دق هنزي قيس إزر إيل خلجيه. Талант, пробудившийся в детстве, мастер начал развивать 15 лет назад. Сперва пробует себя в живописи, не имея при этом никакого художественного образования. Натюрморты, пейзажи, портреты завораживают гостей не меньше. Увидеть оригинальные работы Аюпа Цуроева захотела и Азалия Базаркулова. Девушка в нашем регионе впервые. Она один из организаторов праздничного концерта 250-летию уединения Ингушетии с Россией. В первую очередь я, конечно, обратила внимание на рамы картин. Они сделаны, казалось бы, из простых таких предметов, но в то же время они как будто бы открывают какой-то мир новый, который мог бы раскрыть сам сюжет этой картины. И те краски, они кажутся вроде бы в одной тональности, синий, зеленый, близко похожий к тому же синему и зеленому, но эта глубина, она дает объем и понимание того, что это так рядом и так близко. Впрочем, немало среди гостей тех, кто лично знаком с самим мастером. Его талант высоко ценит и народный писатель Ингушетии Исаак Адзоев.
А также дочь известного ингушского писателя Аза Базоркина и народная артистка региона Зара Базоркина. С Аюпом Цуроевым это творческое семейство связывают узы дружбы длиной в 10 лет. Помню, как первый раз Аюп появился у нас дома. Его привел наш друг нашей семьи Бекхан Хабриев, Гештолцин. Я привел его к маме, как художнику, показать, сказать. И он здесь такой был весь вдохновленный и говорил: посмотри, Аза, какого самородка я нашел в Яндере. Посмотри на его работы, посмотри, как он видит, как он пишет. Мама, я помню, тогда тоже была в восторге, и мы все были. И с тех пор мы наблюдаем, мы бываем часто у него в гостях, и он у нас. Это человек, который уникально видит в дереве и дружит с деревом. Вот самое интересное, что он дружит с этим деревом. Если он что-то хочет, он обязательно, ему дерево обязательно подарит. Именно так, как это было. Это уже 5-я выставка художника. Самая первая открылась ровно 9 лет назад в стенах этого же музея. С тех пор уникальные работы неоднократно представлялись как в регионе, так и за его пределами. В Грозном, Пятигорске, Нальчике и Москве. Это истинный патриот своей родины, потому что, глядя на его картины, мы можем увидеть эти все традиции нашего народа. Хотелось, конечно, поздравить его с персональной выставкой, пожелать его творческих успехов, чтобы он не переставал нас удивлять, творить своей этой красотой. Выставка в Музее изобразительных искусств продлится до 25 октября, и каждый желающий сможет полюбоваться творением мастера по дереву, талантливого живописца. Дана Плеева, Ахмед Гандаров, Новости 24. 3 золота, 2 серебра и столько же бронзовых медалей привезли домой ингушские спортсмены, выступив на первенстве России по грэпплингу. Соревнования проходили в городе Нарафаминск, Московской области. Порядка 700 спортсменов боролись в 2 дисциплинах. О победителях репортаж Микаэла Тангиева. Ислам Минарсанов словно услышал члена своей команды и ринулся вперед на соперника. Техничный тейкдаун в исполнении нашего земляка лишил борца в синем всякой возможности выйти из своего опасного положения. Грамотный контроль и как завершение переход на сабмишн грэпплинг приносит Исламу победу в финальном поединке. Путь к золоту длился не 1 месяц, рассказывает наш боец. Специальные на технику, на физику, подготовки. Грэпплинг мире дальше андали. По профессиональному им дал гусу, иншаллах. А это уже любительские кадры во время схватки Тамерлана Дзаурова. И всей команды ему выпала самая сложная миссия. Ведь нужно было оспаривать право лучшего среди 20 спортсменов в весе 66 килограмм. Несмотря на такую конкуренцию, ингушский грэпплер достойно провел 5 тяжелых схваток и остановился в шаге от победы. Здесь не только заслуга соперника, сколько собственная ошибка, считает Тамерлан, которую он обязательно исправит. Чисто грэпплер боролся, чисто борьба. Зараз и схватка коты, а на финале и все. Чисто на грэпплинг акцент иш, прием еще амед, это чисто защита, а мы да ландал мира первый ахаргусу иншаллах. Ингушская школа грэпплинга на более чем хорошем уровне представила свою республику на первенстве России по грэпплингу. Гордо отмечает тренер бойцовского клуба «Хищник» Герихан Шибилов. Всего 30 человек от нашего региона выехали на старты в Московскую область. 2 представителей бойцовских клубов удостоились медалей. И это только начало, уверен Герихан. Ведь к дальнейшим победам имеются все предпосылки. Работа очень хорошая. Слепцовская школа грэпплинга очень сильная, очень хорошая. Это Имран Магомадов, Ильяс Хашигульгов очень хорошо работают. Но вот эти наши парни, что мой, что Вахи, Муслима, Серзи, Тамерлан Дзауров, они в основном у нас даже не грэпплеры, они у нас в основном бойцы ММА. Ну, так как у нас в борьбе мы уделяем большое внимание, ну, вы знаете, я все время по грэпплингу как бы работаю, поэтому мы их выставляем на грэпплинге. Ну и как видите, результат налицо, как говорится. Если ничего не изменится, то по плану чемпионат мира по грэпплингу должен пройти в конце ноября в Сербии. От нашего региона заявлены 4 спортсменов. План минимум заключается в том, чтобы все они были в финале, а дальше будет видно. Микаэл Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.